конечно, для нас это событие. Хотел бы и при предоставленной возможности выразить свое мнение вообще по поводу обращения к тому, к творчеству наших выдающихся деятелей культуры, науки, потому что сегодня это очень важно и актуально, как никогда. Мы не так с вами давно прожили очень серьезный период изменений, которые происходили в нашем обществе. И тот тонкий слой культуры, когда всегда является ценностью для общества, он в эти периоды несколько размывается, теряются ценности. Мы отрываемся от того, что является нашим наследием, на то, на чем мы стоим. И, конечно, это всегда некий, сказать, опасный, я бы сказал, и скользкий путь. Потому что без развитой культуры, без высокой культуры любого общества, оно обречено на смерть, на гибель. Поэтому сегодня, пройдя сложный период реформирования в обществе, мы вновь обращаемся к нашему наследию, и это очень замечательно, это очень здорово. Мы стараемся сегодня поднять все, не забыть ничто, и выхватить и показать, оформить это в виде тех ценностей, на которые мы опираемся, и только на этих ценностях мы можем иметь свое, так сказать, будущее, не потерять. А иначе это, так сказать, спутник на орбите, можно набрать такую скорость, что, сказать, потеряться и потеряться во Вселенной. Поэтому обращение к нашему культурному наследию, ее бережное отношение к нему, это является ценностью для любого общества, и только такое общество может иметь перспективу. Поэтому сегодня в университете и в других вузах в России много происходит именно событий, конференций. Я бы сказал, это не частное, это системное явление, когда общество, собственно говоря, восстанавливает платформу для своего будущего развития. Без нее никак. И творчество любого выдающегося деятеля для нас является ценностью. И обращаясь к нему, мы и для себя обозначаем это как ценность, и обозначаем как ценность для последующих поколений. Именно последующее поколение, чтобы это источник, не побоюсь, это как бы известная вещь, развития общества. Мы за последнее время немножко вот этот культурный наш слой культуры немножко, так сказать, он истончился. И вот сейчас как раз тот период, когда наполнять его новыми смыслами, конечно, обращаясь к тому наследию, которое у нас уже есть. И сегодня это событие посвящено наследию выдающегося человека в области культуры Гая Сабитова. И это мы сколько делаем не только ради того, чтобы отдать дань уважения и чести тому или иному человеку. Это определяет сегодня, влияет на то, какое будет наше будущее. Через отношение к этим источникам, к этим памятникам культуры. И я не могу не испытывать чувство удовлетворения, что сегодня очередное событие, которое происходит здесь и сейчас, наполняет нас новым содержанием культуры в большом, широком смысле этого слова. И хотел бы от имени ректора, от всей администрации университета поприветствовать участников конференции, испытать чувство удовольствия, приобщиться к источникам нашей культуры. Это всегда является незыблемой ценностью. И надеюсь, что эта конференция пройдет, выведет нас на новый содержательный уровень, и мы от нее все с вами получим удовольствие и выполним свой, самый главный, гражданский профессиональный долг. Мы сохраним и наследие и будем стараться, чтобы это наследие дальше формировало наше сознание, которое определяет наше будущее, нашу перспективу. Хотим мы этого или не хотим.
Спасибо. Наша конференция – это еще один пример очень таких позитивных кооперационных связей. Львиная доля мероприятий культурного, научного, гуманитарного направления уже на протяжении более чем 10 лет готовится в содружестве Академического института, который я имею честь представлять, это Удмуртский институт истории, языка и литературы, Уральского отделения Российской академии наук, Удмуртского государственного университета и органов государственной власти. Я сегодня с волнением и с таким трепетом сегодня представляю перед вами книгу памяти, посвященную нашему юбиляру, великому труженику, поэту-песеннику, редактору, радиожурналисту и переводчику-интернационалисту. Книга памяти была задумана еще уже давненько. Она сделана по проекту Зои Алексеевны Богомоловой, нами всеми уважаемой. Но, к сожалению, книгу Зои Алексеевны мы при ее жизни не успели довести. Но сейчас выбралась тот момент, и мы к нашему юбиляру успели подготовить такую великолепную книгу. Здесь в книге, также как Зоя Алексеевна Богомолова готовила серию книг нашим писателям, поэтам, художникам слова, книги памяти, с чем и она увековечила наших великих выдающих личностей. И точно по той же модели создана эта книга. Кропотливо, многодневно, многими годами мы эту книгу собирали. Здесь воспоминания самого Гая Сабитовича Сабитова, некоторые факты из его биографии, из его творческой жизни, а также есть раздел, где размещены воспоминания наших писателей, журналистов, поэтов, художников. И есть отдельный раздел, где еще размещен анализ его творчества. Анализ творчества песни, стихов, баллад, сонетов нашими учеными, молодыми учеными, аспирантами, а также зрелыми критиками, литературоведами. Отдельный раздел сделали для переводческой деятельности. Мы знаем, что именно Гай Сабитович Сабитов был переводчик-интернационалист. Благодаря ему переводили классиков и татарских классиков, и великих русских классиков, и Пушкина, Лермонтова, Суркова, даже песни Матусовского, Льва Ашанина, Василия Лебедева-Кумача и так далее. Огромный вклад он внес в переводческую деятельность. И я думаю, что эта книга наша послужит дальше для исследовательских работ краеведам, педагогам, учителям и также магистрантам и ученым философам. Вообще, перед выходом сюда, на трибуну, я приготовил фразу, что судьба Гая Сабитовича в литературе довольно и относительно благополучна. Но Гай Сабитович совершенно не изучен. Но моя фраза опоздала, потому что мы получили книгу, в которой, наверное, много сведений биографических, сведений, которые касаются творчества. Но поскольку наша такая конференция, судя по аудитории, не только академическая, но и научно-практическая и просветительская, потому что творчество Гая Сабитовича нуждается в пропаганде. Мы забываем наших авторов. У Союза писателей сегодня очень мало сил
очень много зависит от того, как ему помогают и родные, и другие организации. Ну вот поскольку она такая научно-практическая, еще и просветительская, позвольте мне начать мое выступление не традиционно, а шуточных и полушуточных стихов, которые я при жизни Гая Савитовича еще опубликовал, эпиграмму. Она есть в этой книге. «Окшоры пьяш волгай, соберевы из Агай, соберевы из Атаи, соберевы из Бабаи, соберевы из Наи, колбурчи сабита в Гаи». Эти стихи были приняты как шутка, но они серьезны в том смысле, что творчество Гая Савитовича распадается на два периода, ранний и поздний, и между ними находится венок сонетов. Не знаю, насколько вот этот период и второй период разные, но, конечно, в первом периоде было много декларативных стихов в духе того времени, в которое начинал Гай Савитович. Но потом он стал, когда уже стал взрослым человеком и отцом, и, может быть, дедом, и в его творчестве произошел рывок. И это был венок сонетов. И вот венок сонетов, который создан в годы, когда с особенной явью проступала необходимость осмысления достижений и потерь за время советской истории. Заметим, именно тогда, когда создавался венок сонетов, наша страна только с 1965 года стала широко отмечать День Победы с военным парадом, когда этот день был объявлен выходным, когда стала появляться мемуарная литература. И в эти годы Александр Твардовский написал свои знаменитые строки: «Я знаю, никакой моей вины, что другие не пришли с войны, но все же. А у нас в Удмуртии Олег Поскребышев напишет: «О память, темная ночная птица, не бей крылом, по сердцу пожалей, опять в глазах Июльский тракт пылится, на фронт мы провожаем лошадей». И Гая Савитова параллельно с работой над венком сонетом и позже тревожила память, то есть тревожила тема памяти. Прославляя свою деревню Комиссар, радуя встречи с ней, Савитовна пишет: «Но все меня гнетет, и все тревожит неясное сознание вины. Вот я живу, а чей-то век не дожит, не счесть не возвратившихся с войны. Погибли сыновья Бекты, Тамаша, не дождались своих туйкей, гереи, о них остались только память наша, да горе их отцов и матерей». Это перевод Глеба Багилева, ленинградского поэта. История прошла через душу самого Гая Савитова. Через нее, как диктора радио, проходила вся информация о стране и мире. Вокруг него рядили ряды его сверстников. В войне погибли многие его односельчане и сослуживцы. Он мог бы сказать так же, как Михаил Светлов, вдруг погиб под Выборгом, а о друзьях нет выбора. И вот стихотворение Гая Савитовича о погибшем счетоводе из родного колхоза, о счетоводе Байгильды. И весной на закате, когда соловьи вдруг зальются в кустах, возле самой воды и гармонь загрустит об ушедшей любви, и опять вспоминается друг Байгильды. На пригорке он вырастил яблонный сад, и под осень, когда созревают плоды, слышно листья в саду, шелестят, словно шепчут они: Байгильды, Байгильды. В этом же ряду его стихотворение Джами, Саха с газеты. Думаю, что стихи эти очень автобиографичны и отражают душевное состояние личности самого автора стихотворения. На рубеже 40-х, 50-х годов были репрессированы друзья Гая Савитова, Александр Эрик и Илья Зорин. Ушел из жизни его приятель и сокурсник по финансовому техникуму Емельян Владыкин, отец Владимира Емельяновича Владыкина. А потом учеба в Москве. Учился Гай Савитович
в группе с Константином Баншенкиным, кстати, тоже поэтом-песенником. Я был свидетелем, как в 1984 году он, неожиданно будучи делегатом съезда писателей СССР, во дворце съезда в Кремле встретился со своим сокурсником. Гибель ближайшего друга Пахчи Петрова оставила в Гае Сабитове глубокую и незаживающую рану. И в конце концов эти переживания приобрели художественную форму в виде венка сонетов. Павел Кузьмич Ермаков пишет, что, переводя Шекспира по Маршаку, Сабитов написал сонеты, а потом и венок сонетов. Сам Сабитов утверждает, что ему посоветовал писать сонеты сам Пахчи Петров. Во время дружеских бесед он не раз говорил мне: попробуй писать стихи сонетами, уверен, у тебя получится, пишет в предисловии своей книги Гай Сабитович. Алексей Ермолаев, рассуждая о жанрах удмуртской поэзии, замечает, что Сабитов вот написал 2 сонета и не продолжил начатое дело, а между прочим есть, дескать, и такой жанр классической литературы, как венок сонетов. Почему бы не обратиться к нему? И вот так развивался литературный процесс в плане жанра. И Гай Сабитович после сонетов, переводов сонетов из Шекспира взялся за венок сонетов. Обратившись к этому жанру, Сабитов сделал гениальный ход. Он открыл как бы заложенный в нем код памяти. Заметим, в венке сонетов каждый последующий сонет как бы помнит о предыдущем и начинается с его последней строки. Весь магистрал, последний 15-й сонет, помнит первые строки всех предыдущих 14 сонетов и состоит из них. Сам жанр как бы предназначен для решения темы памяти. Вслед за Сабитовым венки сонетов напишут Владимир Романов и Александр Белоногов. Они, впрочем, тоже о том, что надо помнить, о лесе ли, о ценности хлеба ли, о любви ли, но помнить, тема памяти. Мы нередко говорим, что то или иное произведение не сразу было принято. Критики, ретрограды не поняли, но венок был признан сразу. Признан, но он до сих пор не осмыслен в своем идейно-художественном содержании и эстетическом потенциале. Но, впрочем, это такое произведение, которое будет жить вечно и которым время каждое будет открывать свои грани. Я представляю вашему вниманию свой опыт прочтения этого венка сонетов. Обратите, значит, первоначально поэт собирается, намеревается собрать из цветов переживаний своих только букет. И в этих переживаниях образы этапов жизненного пути своего друга. Ведь сама жизнь, как память и как преемственность, выжженную юнтершильляндыща, дорога, протаренная отцами, это компас, но чтобы что-то сделать, надо жить так, чтобы не только и не столько по закону, а по велению сердца. Тогда на спаханном, дескать, тобой поле вырастут цветы счастья, цветы сада души моей. Жить не столько, значит, поэт предупреждает, что, дескать, помни, силы твои не безмерны. Как бы поэт, друг своему другу сейчас уже в памяти, мысленно обозревая его жизненный путь, дает наставление, что вот ты родился, значит, в таком-то краю, и что тебя ждет, и так далее. Это он мысленно делает напутствие своему герою. Ты должен пройти между друзьями и врагами, и время отсчитано. Тебе дана определенная дистанция в том беге времени, когда нунално пой Гужем талалтеуички саукзе борщовзе проходит время. Автор разворачивает биографию. Это отмечает географическое месторождение Володурын, время года рождения осень, историческое время, когда проходили юности поэта, время победных салютов, что давало веру в свои силы, и это было особенностью его поколения. И зовущие дали,
4 стороны, но он выбирает тот путь, в этом, когда предстоит момент ответственного выбора, он выбирает тот путь, по которому прошел Игнатий Гаврилов. Известно, что Бахчи Петров родился в Больших Сибах. Игнатий Гаврилов, классик удмуртской литературы, он тоже в 20-е годы из своей деревни ушел в Ижевск, потом и в Москву. Короткая временная дистанция, безмерное пространство среди друзей и врагов, и ты пройди этот путь, и еще что-то успей сделать. Вот предстоит ответственный выбор. В глаза грядущих дней ты заглянул, как на цветы. Выбор своя деревня огромный. И в мечтах Родины, и в мечтах Родина все шире и шире. И здесь перед поэтом стоит знание, стихотворение Михаила Петрова. Родина – одно из классических произведений удмуртской поэзии. Поэзия студенческая жизнь среди молодых посланцев мира и искушение. Его москвичка ангельской красоты и разлад. С ней Михаил Петров выбирает тот путь, который не признала, видимо, эта красавица. И как проходит герой эту дистанцию? «Серметам те вален», пишет Гай Сабитович. У меня в библиотеке есть книжка Гая Сабитова, прочтенная с карандашом в руках Аркадием Николаевичем Клобуковым. И он поправляет, здесь делает заметку. «Серметатек» – это без узды. А надо бы «Кортнам те вален», без удил. И интересно, Олег Алексеевич Посклёбышев переводит этот венок сонетов, и он пишет: «На взнузданном коне». Он как бы соглашается с тем замечанием Аркадия Клобукова, который, значит, оставил в книге. Но Гая Сабитовича «Серметатек». И в этом разные прочтения, потому что каждое художественное произведение дает диапазон восприятия разными людьми по-разному, но, наверное, Михаил Петров тоже имел право написать «Серметатек», потому что, мне кажется, в подтексте поэмы есть некоторые ощущения, мысли о том, Гая Сабитова, что вот столько тебе дано, такая дистанция твоя, но ты слишком был неосторожен. Слишком был ты неосторожен в своем пути. Вот и так можно прочитать, наверное, этот венок сонетов. И жизни Петрова, она, как бы, он быстро восходил по ступеням жизни, но где-то что-то его и преследовало. И здесь есть мистические моменты. Ну что ж, мистические моменты есть в жизни каждого из нас. И когда Петров приезжает в Москву на свидание, встречается с сыном, то сынишка, неразумный, еще вдруг говорит: ты последний раз пришел к нам, отец, перед смертью пей томатный сок. Олег Алексеевич Посклёбышев в переводе снимает этот образ, этот момент. Снимает он также в переводе, когда в конце Гай Сабитович говорит, что, типа того, что вот ты ушел, но как будто ты всегда есть, и в прихожей висит твое черное пальто. Черное пальто тоже снимает Олег Алексеевич Посклёбышев. И где-то варьируется здесь другое. Олег Алексеевич Посклёбышев больше романтизирует, а Гай Сабитович больше драматизирует сюжет данный. И здесь выступает конь как образ чащегося времени, недвижная луна на небе у Гая Сабитовича как символ остановки времени. И я хочу еще обратить внимание
внимание, что на удмуртском языке назван венок сонета Шунтыно Джужано. На русском языке Олег Алексеевич Поскребышев, замечательный перевод вообще венка сонетов, дает название «Солнце заходит». Солнце встает, а здесь солнце заходит, через солнце встает. Акценты здесь немножко разные, хотя они неощутимы, но ведь поэзия – это нюансы. Акценты разные. Поэт сам дает такой диапазон восприятия у Забитова. Солнце встает, судьба таланта неисповедима. Талант может появиться, но неизвестно, как сложится судьба. У Олега Алексеевича акцент на том, что поэт уходит, но поэт встает. Поэт восходит, он вечен, его стихи вечны. И я такое прочтение венка сонетов, который в самом себе, этот код сонета содержит эту философскую тему. Ладла дадями, я хочу представить его характер. Ваймаскин тумишквиз гай савитовен тоде маким ладла дадями валсо. Дъртете, лачмът ги не буде сясо ужьоса крути, що те мені валсовен сичек чекнянка донес, верало одих по дърджи, городиш мунчоїн соджагамно, отчип йос потем бере кишнамуртиос тулежи я. Гай кер потем енис саргирчик тишкемно, кишнамуртиос мишкиточ, одилик пукем. Ожясо, мукетчавина, натаучев, тужу стобожмати, гай леш шансе. Одих полка няке писателюсен чош, я Черкову теветлиму, где щосен пунишкавени. Гай Савитович ажит перешвини, шотички не волкать, поезд вич тужбет жит пашкиса, гостиница руимына, гай вагон купе джек буде, очки завунетем. Мина щосыз дешак йос, чакласа вишкам темы. Гай Савитович леддить ажле потани очки тек тушувва, кылбурьос ванну сдернуло угуло, книга еучкано, ледджоно, куч верашкини Гай Савитович угнадяраты, Гирсажизна Якита Демилин Катя Иван Вилды, Нашарас Суаслас Кырджаньосунец кассета башты. Соеник состы, кытын магнитофон зывань, магнитофон передаживыз. Кырджан бере Гай Сабитович веджищасы даче матек писала коня полмурги бырте, сабере буртыч буртевет кумы, машина пукшемек, чал-чал, мал пашкиса, чулашкиса унева. Ныричну налаз, яр пыр потекумы, мон Гай Сабитович Якик дырья статын финансистный уса уже отписа, Михаил Петровна чувствует мыщука монет я лёстен пусконазы татын уразбере, талеш маки-маки тодваешь уса, Ивану Корички, Гай Сабитович. Марвал татын уже куды, кричавал я. Базарин чаш был монетен вал шуэсо, верано когда связь велик ташанка. Районеты не бит меня отписа, миношек я регуемы, ношек я лемончалсты ширтичко минино, Гай Савитович Юашко, все-таки Гай Савитович. Крича марвал я, по мне тягостан пусконазы, базарин чашки монетен вал ношек шуэкл бурчи, ма много чето древанью остевалша, я шарич, много чето приключения остановивал, ивал шуэ. Нырышну нале, макем берчит винишкарыш, яре кошкон наланы, сокемик вайщук на ярыш ишкаре потом. Поездом выездно, выборгиня билетин пускем вагонету вину. Аж лезет проводник мы, аж лезет вагон мы, да шочки Юашко, очки дачия, а чешуе проводник, утел пьяр ликвайо, Гай Савитович очки закутизно, чулемы сбыдесак нешкас, ярашки шли, вань мы сорешавины, чош ветлемешмы, Анатолий Демьянов Сахушве, Тодичкода Гай Савитович, Теодор Драйзерлен, трилогии звань, гений немашки, мырыч книга есть, какая-то стоит, нет есть финансист, кычеки один шариш нуло, тон генино, стоикно, наш финансистно, тон Гай Савитович, генино, стоикно, финансистно, кычева живет салон, совагоне Шуринено, иштем бунетем очки документальный, Гай Савитович, пошли зыкать, шуремызны, чист, Кылысыр пішкізно, іш кареву точ, пунктем добрый писаменными, и живу на жамы, ни ношек Ивашко, Гай Савитович. Все ж таки кычевал я, и один финансист Луса уже куде.
Макучева шмесаноши. Базарин чаш пиманете. Мне, конечно, будет несколько тяжело выступать после вспоминанного Александра Юрьевича Кудряева, с ним не тягаться в ораторском мастерстве. И я, конечно, лично не знала Гая Сабитова и нет личных воспоминаний, но, тем не менее, рискну. Тема моего выступления — Гай Сабитов, переводчик лирики. Никто не спорит того, что Гай Сабитов плоть от плоти поэт своего времени. Можно сказать, абсолютно народный поэт. Это значит, что по негласным законам удмуртской литературы послевоенной поры он должен был быть не только поэтом, но еще и журналистом, еще и переводчиком. Таковы были вызовы и социокультурные запросы середины XX века, сформировавшие уникальный тип национального литератора – писатель, журналист, переводчик в одном лице. И Гай Сабитов по всем параметрам являлся олицетворением этого феноменального явления. Он перевел на удмуртский язык более 100 художественных произведений. Более 100 художественных произведений русской, зарубежной литературы и литературы народов России. Если быть точнее, то с русского языка он перевел 30 произведений, с языка народов России 74, 12 произведений зарубежных авторов. Из переведенного жанрового родовом плане доминирует лирика. Это песни и стихотворения, имеются единичные случаи перевода прозы и романтических текстов. Я представила это на экране. Надо отметить, что Гай Сабитов, финансист по первому образованию, серьезно заявил о себе в литературе довольно в зрелом возрасте. Его первый оригинальный поэтический сборник «Крупулёсных Орджанёс» был издан в 1953 году, когда автору исполнилось уже 38 лет. Между тем, к тому времени он был известен уже как переводчик. 3 годами ранее, в 50-м году, отдельной книжкой была выпущена в его переводе поэма Пушкина «Бахчисарайский фонтан». В дальнейшем в переводах Гая Сабитова будут изданы на удмуртском языке отдельными сборниками избраны произведения татарских поэтов Мусы Джалиля и Габдуллы Тукая. Здесь необходимо уточнение, связанное с упомянутыми именами. Во-первых, Гай Сабитов впоследствии еще не раз обращался к творчеству Пушкина и перевел 3 его стихотворения. Это «Анчар», «Соловей и роза», «Талисман». Во-вторых, он владел татарским языком и переводил стихотворения татарских поэтов с оригинала. В-третьих, Гай Сабитов до сегодняшнего дня оставался единственным переводчиком Габдуллы Тукая на удмуртский язык. Только в прошлом году несколько произведений Тукая перевел на удмуртский Вячеслав Ар-Сергий. Что касается Мусы Джалиля, то его произведения в разные годы переводили Георгий Туганов, Аркадий Клобуков, Степан Широбоков, Семен Перевозчиков, но по количеству переведенного никто из них не может соперничать с Гаем Сабитовым. Он всего перевел 24 стихотворения татарского поэта, тогда как вышеозвученные переводчики по одному там 4 стихотворения. Переводческая деятельность Гая Сабитова, начавшаяся в начале 50-х годов, продолжалась до 1990 года. Именно тогда в удмуртской периодике были опубликованы его последние прижизненные переводные произведения. Это детское стихотворение абхазского поэта Гулия и стихотворение татарского поэта Мустафина «Ты бессмертен», посвященные памяти удмуртского поэта и политика Максима Прокопьева. Таким образом, 4 десятилетия, связанные с художественным переводом, сыграли колоссальную роль в формировании поэтического мировоззрения Гая Сабитова. Во-первых, тесна связь переводов с его оригинальным творчеством. Во-вторых, художественно-эстетический уровень его переводов является прямым отражением общей культуры удмуртского поэтического перевода середины XX века. Самыми плодотворными для переводчика Сабитова были 1950-е и 70-е годы. В это время во всех удмуртскоязычных периодических изданиях республики регулярно публиковались его переводы. Лирику поэт-песенник Сабитов, как верно написано о нем в библиографическом указателе писателей и литературоведа Удмуртии, тоже начал переводить в 50-е годы и остался верен ей в дальнейшем. В основном это были произведения русских поэтов-песенников. Стихотворения Льва Ашанина, Михаила Матусовского, Василия Лебедева Кумача, Ивана Сорикова. Это тексты русских народных песен, отдельно произведения классиков и современников. Это Пушкин, Лермонтов, Шекспир, Владимир Семакин, Глеб Пагелев,
Павлев, кстати, переводил Симакина на русский, Сабитова на русский язык. Это гражданская патриотическая лирика поэта Урала Поволжья. Здесь надо отметить, что кроме Мусы, Джалиля и Габдуллы Тукая, Сабитов переводил таких татарских авторов, как Заки Нури, Салих Баттал, Мухаммед Садри, Махмуд Хусейн, Роберт Минолин. Он переводил мордовских поэтов Григория Орейкина и Николая Иркая, Мариция Миклая Казакова, Чуваши Петера Хузангая и так далее. Этот список можно продолжить, с учетом того, что общее количество переводных текстов превалирует за сотню. Выбор стихотворений, переведенных Сабитовым на удмуртский язык, в большинстве случаев характеризуется тематической и эмоциональной близостью к его оригинальной поэзии. Кажется вполне закономерным, что поэт-песенник, создавший на удмуртском языке около 100 песен разных жанров, переводит на родной язык популярные русские народные песни или произведения русских поэтов-песенников. Эти переводы опубликованы в ряде антологий. «Твала Джучи Кардианьос», 1957 год, «Эстрада», Кардианьосского брёсна пьеса, 1957 год, или в сборниках поэта, например, в его сборнике 1971 года «Орган Карджи». Конечно, сегодня сложно однозначно утверждать, переводил ли Сабитов уже вышеуказанные тексты по влечению сердца или выполнял заказную работу, но мы склонны придерживаться второй точки зрения. Дело в том, что значимость и востребованность художественного, особенно поэтического перевода, чаще всего определяется социокультурным контекстом эпохи. В 50-е и 70-е годы в удмуртской литературе все еще доминировали переводы произведений на злобу дня, преследовавшие чаще всего идеологические цели, пришедшие на смену целям просветительским. В качестве примера можно обратиться к переводному варианту песни о родине Лебедева Кумача. Общеизвестно, что песня о родине была написана в 1936 году для культового фильма Григория Александрова «Цирк». Тотчас став хитом, песня в одно время претендовала быть и гимном Советского Союза. На долгие годы она была включена в школьный хрестоматик по русской литературе и была переведена практически на все языки народов СССР. Не стала исключением и удмуртская литература. Существует 4 варианта перевода песни о родине на удмуртский язык. Самый ранний выполнен в 1938 году, без указания переводчика. 2 перевода датируются 50-м годом. Это переводчики Прокопий Чайников и Аркадий Клобуков. И последний вариант – перевод Б. Сабитова 1969 года. Хочу обратить внимание, конечно, велик соблазн сделать сравнительный сопоставительный анализ данных переводных произведений, но это как бы выходит за рамки моего выступления. Но хочу обратить внимание хотя бы на перевод первой строки данной песни. Я их выделила жирным. На речевом уровне билингвальный читатель уловит в них следы буквального копирования оригинала, в результате чего появляются огрехи. Это и русизмы. Очень интересно, мы читаем, да? Так, туш пачкат манамурским шайере, туш пачкат манам родной музыме. Дальше, элементы калькирования. Мы неоднократно писали о том, что среди удмуртских переводчиков верную стратегию художественного перевода первым выработал Кузибай Герд. Переводное произведение должно равняться с оригиналом по силе художественного воздействия на читателя. Еще в 20-е годы, отказавшись от бытовавшего в то время буквализма, на собственной практике неизменно придерживался данной стратегии, учитывая языковой и литературный вкус читательской публики. Но прогрессивные переводческие стратегии Кузибая Герда, незамеченные вовремя и преданные забвению вместе с его именем, привели к тому, что качественное развитие переводческой деятельности на удмуртском языке было законсервировано вплоть до 70-х годов 20 века. Вернемся к Спасибо. Впрочем, надо признать, что в переводном варианте Гая Советова сугубо языковая проблема, непереводимость иноязычной лексики уже решена. В анализируемом стихотворении практически изжиты русизмы, но в нем видны огрехи другого порядка. Это механическая, натуралистическая, исследователи иногда говорят, рабская близость к подлиннику на уровне калькирования. Переводчик стремится повторить весь строй русскоязычной фразы.
воспроизвести не только образно-лексический рисунок оригинала, но и его синтаксические конструкции. Плоды так называемой механической близости – это наличие в переводном произведении многочисленных, неудобочитаемых и искусственных в стилистическом плане слов, образов и поэтических картин. Еще нагляднее это можно продемонстрировать на примере перевода стихотворения песни Матусенского «С чего начинается Родина». Еще. Стихотворение «С чего начинается Родина» мы тоже, я даю вам в сокращенном варианте, чтобы посмотреть, проследить. Опыт мировой практики поэтического перевода характеризуется тяготением относительно к свободному типу перевода. То есть давно доказано, что принцип прямых языковых соответствий не оправдывает себя. Свобода творчества переводчика подразумевает в данном случае передачу существенных индивидуальных сторон подлинника, его стилевую доминанту. Например, в одном случае это может быть интонация стиха с присущим ей оттенком музыкальности, в другом композиционный прием повтора, анафора, эпифора или психологического параллелизма. Конечно, при этом первостепенная роль и основополагающих элементов художественной формы поэтического текста, размера, рифма, мифонии и так далее. Знал ли обо всех этих теоретических премудростях и подводных камнях художественного перевода Гай Сабитов? Предполагаем, что знал, поскольку имел солидное образование. Он закончил не только филфак Удмуртского пединститута, но и литературный институт имени Горького. Смеем предположить, что теоретически в вопросах перевода ведения он был подкован лучше всех удмуртских переводчиков своего времени и возраста. Да и его практическая деятельность во многом свидетельствует об этом. Его поэтические переводы – это совершенно качественно новая ступень по сравнению с переводами 20-30-х годов в освоении лучших образцов мировой литературы. Но мы также знаем о том, что рукой переводчика Сабитова водила рука времени. Позволим одну цитату. «Переводчики работают внутри времени. И вечно дискутируемая проблема верности оригиналу – это верность времени. Оригинал – это время. Писатели и переводчики переводят время на язык литературы». Конец цитаты. Самое ценное в этом утверждении, в этом высказывании – его культурологическая сущность, позволяющая утверждать, что в поэтических переводах Сабитова, как в зеркале, отражены этноязыковые и литературные реалии 60-х годов. Можно предположить, что в социокультурном контексте того времени эти переводные тексты являлись весьма прогрессивными. Но сегодня мы осознаем, что задачи, которые ставил перед собой переводчик Сабитов, превышали языковые и стилистические средства, находящиеся в его распоряжении. Такова причина возникновения кризисного явления переводческого буквализма. Кризис, который буквальный перевод отражает, это обычный кризис роста переводческой культуры, предшествующий переходу к более высокому ее этапу. Мы также не должны забывать, что переводы, в отличие от оригиналов, стареют, что порождает явление переводной множественности. Сегодняшняя интерпретация подлинника завтра может оказаться негодной. Каждый век воспринимает слово по-своему. И на смену нынешнему переложению, которое нам кажется безупречным, ведет новое, которое совпадет с представлениями и запросами будущих читателей. Такова логика развития искусства художественного перевода, самого хрупкого вида словесного творчества. Потому наша оценка современного восприятия переводной лирики Гая Сабитова – это взгляд из 21 века на этнокультурные явления полувековой давности, которые допускаем вкусы и пристрастия отдающие и принимающие сторон, то есть писатели, читатели, переводчики и читатели, были совсем иные. Конечно, можно говорить в рамках заявленной темы о переводах сонетов Шекспира. Во-первых, потому что Гай Сабитов до сих пор является их единственным переводчиком на удмуртский язык. Кроме него Шекспира никто не переводил до сих пор. А во-вторых, общеизвестно о влиянии этих переводов на оригинальное творчество поэта, создание первого в удмуртской литературе венка сонетов Шундына Джужана. Во всяком случае, упоминание Александр Ильич об этом сказал, насколько прямое или опосредованное переводное творчество оказало на создание оригинального венка сонетов. Но во всяком случае, по годам работа над переводами и работа над венком сонетов, то есть они совпадают, эта работа шла параллельно. Понятно, что есть несколько статей, где авторы пытаются проанализировать выполненные переводы. Мы не будем на этом останавливаться в силу того, что, во-первых, если сравнивать, надо сравнивать английский оригинал и
перевод, но мы не все билингвали настолько, чтобы английский владеть, то есть могли читать и сравнивать. Но здесь для меня, как исследователя, интересно представлять то, что ведь переводы являются как бы двухступенчатым переводом. Это тот случай, когда переводчик Советов является интерпретатором уже переводных текстов Маршака. И понятно, здесь мне интересны такие вопросы, на которые я пока не знаю ответа. Вопрос сейчас следующим образом. Как соотносятся между собой разделенные десятилетиями подходы к передаче иноязычного, но не с языка оригинала произведения? Что их объединяет? Что составляет специфику? В каком направлении движется мысль переводчика Сабитова, интерпретатора уже существующего перевода? И вот эти вопросы требуют дальнейшего изучения. Ведь переводы Маршака, выполненные в 40-е годы, тоже требуют пристального изучения. И есть несколько точек зрения на его переводы. Кстати сказать, он перевел все 159 сонетов Шекспира. Но есть такая точка зрения. Исследователь Топпер, например, пишет: особо большой популярностью в наши дни пользуются переводы Пастернака и Маршака из Шекспира. Они не раз сравнивались друг с другом. Оценивались при этом не мелкие огрехи или даже ошибки. Когда речь идет о таких великих мастерах стиха и знатоках европейской культуры, это было бы бессмысленно. Сопоставлялись интерпретации, более обобщенно, гневно обличающие у Маршака, более лично страдающие у Пастернака. И то, и другое заложено в сонете Шекспира. Переводы не искажают его, но в разной мере выявляют разные грани, в зависимости от природы таланта каждого из переводивших и их творческих установок. То есть выявляются их переводческие индивидуальности, более классическая, гармоничная у Маршака, более метущаяся, нервная у Пастернака. В антологию включаются, как правило, переводы и того, и другого. Конец цитаты. Нам в данном случае, видимо, резонно задаться вопросом, каков он, наш удмуртский Шекспир, в интерпретации Сабитова. Задача не из простых и требует серьезного филологического подхода. В завершении выступления хочу обратить внимание на переводное стихотворение Лермонтова в оригинале, публикующегося под двумя заглавиями «Сушковой» или «Вблизи тебя до этих пор». Оно зацепило нас тем, что это единственное стихотворение Лермонтова, переведенное Сабитовым в 1971 году. Никогда более он Лермонтова не переводил. И очень интересно, почему его выбор пал именно на это стихотворение. Оригинал Лермонтова является автобиографическим произведением. Специалисты относят его к Сушковскому циклу, написанному в 1830 году. Несмотря на традиционную романтическую стилистику, прелестный взор, блеск чудных глаз, это стихотворение цикла отличается психологической точностью и конкретностью. Зарождение чувства, которое сам поэт еще не решается назвать любовью, это во второй строфе, и дальнейшее его нарастание, вылившееся в горечь неразделенной любви. Возможно, именно эта живая струна поэтического текста, отражение романтической юношеской влюбленности и задела Гая Сабитова. По воспоминаниям окружающих, Александр Григорьевич здесь говорил, человек он был весьма романтичный, весьма лиричный, и, видимо, именно вот этот настрой стихотворения и послужил толчком для его перевода на удмуртский язык. Кстати сказать, в удмуртской любовной лирике той поры интонационно и стилистически доминировали другие любовные стихотворения. Я их условно могу назвать фольклорно-любовные, или производственно-любовные, или колхозно-любовные. Тихая, камерная любовная лирика Флоры Васильевой еще только-только зарождалась, еще подвергалась критике. Поэтому в данном контексте переводное стихотворение Гая Сабитова однозначно представляется новаторским. Оно пришлось ко двору национальной поэзии и заполнило ее пустующую нишу. Тем более, что перевод, на наш взгляд, выполнен мастерски. Здесь мы усматриваем и стилистику, и эстетику лермонтовского стиха, хотя, конечно, отдельные романтические реалии XIX века, прелестный взор. Взор это однозначно в XIX веке в пору Лермонтова переводилось, воспринималось как глаза и так далее. Конечно, эти нюансы, огрехи имеются, но это не суть принципиально важно. В тональности это абсолютно лермонтовский текст. Наверное, злоупотребляю уже временем, но завершая хочу сказать, что
в разные периоды существовали разные взгляды на вопрос адекватности, точности поэтического перевода. Не буду на этом акцентировать внимание, хочу сказать, что все вышеперечисленные, все теоретические установки взаимодополняют друг друга. И, конечно, требования теоретиков к переводчикам практикам всегда очень высоки. И существует даже точка зрения, что, цитирую, переводчик в идеале должен представлять собой некую троицу в одном лице. Он должен быть поэтом или прозаиком, он должен быть филологом, и он должен быть переводчиком. Мне трудно представить себе, что идеальное сочетание этих трех качеств случай настолько редкий, что достоин был бы быть занесенным в Красную книгу истории перевода. Конец цитаты. Действительно, переводчиков, соответствующих всем этим трем качествам, чтобы был и поэтом, и филологом, и переводчиком, можно пересчитать по пальцам. В истории даже отечественного переводоведения. Возможно, это Цветаева и Пастернак. Что касается нашего Гая, уважаемого Гая Сабитова, то он в большей степени был, конечно, поэтом и переводчиком, обладающим гениальным лирическим талантом. К сожалению, его переводное наследие пока изучено весьма поверхностно, и нам представляется, что здесь возможно несколько путей или направлений. Во-первых, предстоит написать серьезную, солидную научную биографию переводчика Сабитова с выявлением всех его методик, технологий перевода. Во-вторых, предстоит колоссальный труд по изучению его стилистики переводных текстов, с тем, чтобы выявить роль Сабитова, его вклад в обновление, в укрепление, развитие русского литературного языка. И вот все эти вопросы, проблемы, я так думаю, решаемы. И сегодняшняя наша конференция как раз послужит толчком к тому, чтобы мы обратили внимание на эти существующие проблемы и чтобы эти проблемы вошли в научный оборот, возможно, на уровне пока курсовых, дипломных работ, здесь сидит студенческая аудитория. И в конечном счете очень надеюсь, что эти страницы биографии Гая Сабитова будут написаны. Ну, расскажу немножко о семье Гая Сабитова. Мы жили в деревянном двухэтажном доме на 4 хозяев по адресу Красноармейская, 109. Это как раз напротив базара, центрального рынка. Красноармейская улица в то время еще, ну, здесь было, здесь есть много молодежи, я, может быть, скажу, что они не знают еще. Красноармейская улица в то время вот мне запомнилась как булыжное мостование, когда асфальта не было. И асфальт был на базаре, правда. Значит, дом этот был деревянный, но как большинство людей жило в Ижевске. То есть большая деревня, можно сказать, с удобствами во дворе. Небольшой был дворик, где выращивали немного овощей. У отца с мамой Воробьевой Анны Яковлевны было 3 детей. Было, потому что старший уже умер. И 2, значит, сына и дочь. Всем нам родители дали высшее образование. Ну, не они дали, конечно, мы учились, но они создали все условия для того, чтобы мы получили высшее образование. Мой брат Юрий, значит, он закончил
учился здесь, в УДГУ, и закончил МГУ по факультету журналистика. Был журналистом, работал в основном в Нижнем Новгороде, на Нижегородском радио. Если зайдете на сайт Нижегородского, то можно там увидеть его. Но, к сожалению, он уже его нет с нами. Я, значит, совершенно не унаследовал таланты отца, но когда я рос, это, значит, сознательная, так сказать, жизнь была. Это около 60-го года. В это время очень сильно развивалась, страна развивалась очень сильно. Электроника развивалась, полеты в космос, первый космонавт. И вот все это как бы подталкивало нас на такую техническую область. Ну и по складу ума я, видел, больше к математике склонен, поэтому, значит, закончил механический институт и по специальности электронно-вычислительной машины. И всю свою жизнь практически связан с электроникой. Родители делали нам, создали все условия для развития в молодом возрасте, насколько это возможно было в то время. Мне помнится, что у нас была очень большая библиотека, отец покупал книги. Нравились Гайдар, конечно, Носов. Очень большая была библиотека приключений, дети капитана Гранта, значит, Соловош Семенолов, книги такие приключенческие. Два капитана, конечно, Каверина. Вот, с удовольствием читали вот эти произведения, и, несомненно, это повлияло, естественно, на наше развитие. Из гостей, которые у нас были, вот, мне помнится Пакчи Петров, почему-то запомнился. И, значит, везде пишут, что Пакчи это предложил ему Петров, старший, да, но мне отец, по-моему, рассказывал, что это его идея была, чтобы, так сказать, Пакчи Петров, взять псевдоним себе и отличаться от Петрова. Значит, примерно в 1963 году мы переехали на улицу Удмуртскую, и примерно в это же время, значит, матери, она работала на металлургическом заводе, дали огород в Ижстале. И вот родители занимались разработкой там, значит, это было засажено лесом, этот участок, и осуществляли корчевание пней, ну, как обычно. То есть семья жила, то, ну, я бы не сказал, что шиковала так, а приходилось, как и всем людям, работать. Огород этот, они взяли вместе с Саушкиными, пожалуй, самые близкие друзья были. И название отец придумал, значит, этому огороду дал название Сабаранг по начальным буквам имен участников, то есть Саша, Борис, Анна и Гань. Из всех
значит, друзей, поэтов и композиторов, мне вот больше запомнились встречи с Саушкиным, Зориным, и с композиторов Шкляев, пожалуй, чаще всего была у нас. Ну, были Камский, и Карипанов Камский, и Герман Карипанов, но я их мало видел. Но, честно говоря, я немножко, так сказать, отпочковался, то есть не все время жил с родителями, учился, в Сарапуле закончил радиотехнический техникум, потом некоторое время жил вместе, потом женился и так немножко отошел. Ну, сложно вытаскивать все из головы. Надо написать. Надо написать. Но написать надо способности. Если коснуться дальнейших событий, значит, вот мне хочется сказать, что на физическое состояние отца сильно повлияло переименование города Ижевска. Это, конечно, удар был сильный по нему. И, возможно, это было толчком для развития болезни. И, конечно, все это проходило постепенно, и ни мы, ни он это не ощущали, но, видимо, это было так. И в 1991 году умерла его верная жена, помощница, которая постоянно была с ним, Анна Яковлевна. Это тоже, безусловно, повлияло на него, но он уже в то время, уже болезнь начала проявлять себя, он уже начал заторможенно себя чувствовать. Вот. И, к сожалению, в 1993 году скончался. Ну, я думаю, что я мало вам рассказал, конечно, но очень много о нем написано в произведениях. И надеюсь, что в новой книге тоже есть. Добрый день, дорогие друзья, участники научно-практической конференции, гости приглашенные. Для нас на самом деле сегодня большая честь иметь возможность быть участниками этой научно-практической конференции, но и также подвести итоги республиканского конкурса «Наша победа», который посвящен 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Наверное, сегодня также и символично то, что в рамках празднования и Года литературы в нашей стране, и 70-летия победы Великой Отечественной войны, вот, что есть сегодня возможность у наших юных участников познакомиться поближе с творчеством выдающегося творческого деятеля Гая Сабитова. И я думаю, что эта информация обязательно пойдет на пользу, и, может быть, даже наши юные таланты начнут проявлять свои исследовательские таланты в науке. Помимо этого, хотелось бы отметить и буквально пару слов, что наш конкурс был организован и проведен совместно с Национальной библиотекой Удмуртской Республики, что очень приятно. Я выражаю огромную благодарность Национальной библиотеке. Всего в оргкомитет поступило на 156 работ. Все работы, нужно сказать, были написаны участниками действительно осмысленны, даже я бы сказала, осмысленны и наполнены сопереживанием и большой долей ответственности. Итак, в рамках 4 номинаций, это и конкурс творческих работ, эссе, сочинения, конкурс социальных проектов, конкурс видеороликов, видеоработ и конкурс семейных фотоальбомов и рисунков, которые все посвящены Великой Отечественной войне. Мы выбрали оргкомитетами жюри, было определено
12 победителей в каждой из номинаций. Поэтому я выражаю огромную благодарность юным участникам и, конечно же, их руководителям за этот большой вклад, который они сделали, и, воспользовавшись этим конкурсом, прислали эти работы и проявили всю свою активность и творчество. И разрешите, конечно же, вас поблагодарить сегодня оргкомитет научно-практической конференции, поблагодарить участников, поблагодарить Национальную библиотеку от имени Института стратегии развития региона и от имени президента института и постоянного представителя главы Удмуртской республики при президенте Российской Федерации Светланы Константиновны Смирновой. Добрый день, уважаемые участники конференции. И позвольте, прежде чем приступить к церемонии награждения конкурса, посвященного такой значимой дате в истории нашей страны, 70-летию Великой Победы, все-таки высказать сегодня свои, наверное, ощущения о творчестве Гая Сабитова, столетию, которое сегодня посвящена конференция. Буквально накануне я прочла статью воспоминаний о этом очень интересном, одаренном человеке, нашего народного писателя Удмуртии Вячеслава Ар-Сергея, которая была 11 сентября опубликована в «Известиях Удмуртской республики». И я почувствовала человека, не просто лирика, не просто детского поэта, не просто радиожурналиста, а именно человека Гая Сабитова. И сегодня, когда мы все здесь, в этом уютном зале, разместились, конференция начиналась, наверное, вы обратили внимание, с песни на слова Гая Сабитова. И опять же, мне вот так в душу запали слова Вячеслава Ар-Сергия, что на сегодня, наверное, нет ни одного в мире удмурта, который бы хотя бы один раз в жизни не исполнял песню на стихи Гая Сабитова. А я сегодня бы добавила, наверное, вот что касается моего поколения, наверное, нет ни одного русского, живущего в Удмуртии, который бы хотя бы раз в жизни не пел песню Гая Сабитова. Вот, и сегодня Юлия, конечно, очень хорошо сказала, что не случайно мы, наши юные таланты, которые приняли участие в конкурсе, награждаем именно на этой конференции. Гай Сабитов еще ведь не просто поэт и интересный поэт-песенник, но еще много обращал внимание на молодых авторов и помогал им в их творческом пути. И, конечно, очень значимая часть его творчества была посвящена Родине и военно-патриотической тематике. И поэтому, конечно, сегодня мы, и оргкомитет решили, это будет очень символично, поблагодарить наших участников. И, конечно, я бы хотела тоже выразить слова благодарности всем тем, кто принимал участие в подготовке этой конференции, всем тем, кто принимал участие в конкурсе, как одаренных наших молодых людей, так и руководителей творческих работ.